Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. В 2020 году отмечается 100 лет со дня образования Чувашской автономии. Торжественный старт марафона праздничных мероприятий на площадке ледового комплекса «Чебоксары-Арена» дал временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев. Праздничные мероприятия, посвященные столетию Чувашской автономии, стартовали минувшим вторником в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Множество камер, высокопоставленных гостей и счастливых жителей заполнили зрительный зал. Торжество, сравнимое с открытием Олимпийских игр, началось с импровизированного представления Чувашии с самых древних времен, периода язычества и идолов, становления культуры чувашей. Сотни волонтеров воплощали в жизнь задумки режиссеров-постановщиков. Световое, танцевальное и вокальное шоу не давало гостям заскучать. Декорации, сценки, звуковое сопровождение заставляли замирать сердце, тянуться за камерами мобильных телефонов и делиться с друзьями представлением, которое, без сомнения, останется в сердцах пришедших. Концертная программа продолжилась парадом районов. Представители со всей Чувашии гордо несли герб своей малой родины. Само шествие сопровождалось перечислением первостепенных объектов гордости, знаменательных и известных лиц, родившихся в них и принесшим им добрую славу. Зрительный зал же поочередно, в зависимости от расположения посадочных мест, торжественно приветствовал своих земляков аплодисментами. После построения районов и городов на арене слово взял исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. Сегодня, стоя здесь вместе с вами, испытывать чувство гордости за родную республику, чувство гордости за богатство истории и глубины наших традиций. Объявляю марафон, посвященный празднованию столетия образования Чувашской автономии, открытым. Торжественные и памятные медали, посвященные столетию автономии, были вручены почетному жителю Чебоксар Ивану Долгушину, народной артистке СССР Вере Кузьминой и митрополиту Чувашскому Варнаве. Каждый из них произнес соответствующую речь, основным посылом которой был призыв к единству, о чем и гласит слоган мероприятия «Перле», что в переводе с чувашского означает «вместе». Ну а далее концертная программа по списку, творческие номера, танцы, песни. Для «Вестей недели» Антоний Николаев, Елена Блацова. Деятельность бизнес-инкубатора, ключевые направления общественной организации «Женщины бизнеса», меры поддержки малого и среднего бизнеса в Чувашии. Эти и другие вопросы обсудили на базе Канашского финансово-экономического колледжа. Здесь прошла конференция на тему «Поддержка и развитие женского предпринимательства в Чувашии». Снижение количества предпринимателей стало острой не только на уровне Чувашии, но и в целом по России. Именно этот показатель побудил к организации сегодняшней конференции, отмечает преподаватель финколледжа Ирина Озерова. Основная цель мероприятия – это привлечь внимание не только общества в целом, но и молодежи к уровню развития предпринимательства в целом по стране, для того, чтобы стабилизировать состояние экономики Российской Федерации. Проблема снижения числа предпринимателей. Мероприятие в первую очередь рассчитано на студентов. Мы находимся в образовательной организации, в образовательном учреждении, и мероприятие нацелено в первую очередь на них. Это будущее нашего города, так как Канаш у нас является еще территорией опережающего экономического развития, где предпринимателям предусмотрено большое количество льгот. И мы надеемся, что вот эта встреча с потенциальными представителями работодателей нам в этом поможет. Инициатором встречи выступила общественная организация «Союз женщин Чувашии». Марина Ниченкова, являясь членом президиума, отмечает, что огромный потенциал заложен именно в женском предпринимательстве. Она наблюдается в сфере услуг. Женщины свое хобби могут превратить в процесс зарабатывания денег. То есть женщины что делают? Маникюр, прически, ремонт одежды, пошив одежды. Это детская образовательная сфера, подготовка детей к школе, например. Маленьких детей учат. И медицинские услуги, да, женщины открывают кабинеты небольшие, стоматологические, и там УЗИ, и прочие кабинеты медицинских услуг. В общем, что женщина лучше всего умеет делать, то она и начинает в бизнесе. Вот это все, что я перечислила, в целом называется социальное предпринимательство. То есть предпринимательство именно направленное на социальную сферу услуг.
И сейчас принят закон, и в этот закон поправки внесены и утверждены. Определен статус, что такое социальное предпринимательство или социальный предприниматель. То есть есть специальный перечень, куда войдут и зарегистрируются социальные предприятия или предприниматели. И в дальнейшем они будут получать какие-то преференции имущественные, финансовые от государства и от нашей республики. С 2018 года в Чувашии под кураторством Минэкономразвития действует госпрограмма развития субъектов малого и среднего предпринимательства, которая оказывает многофункциональную поддержку не только начинающим, но и действующему бизнесу. Одно из ключевых направлений – это льготное кредитование. С учетом того, что Канаш вошел в число территории опережающего развития, зарегистрировавшемуся здесь предпринимателю дает кредиты под 3%, отмечает Александр Маслов. Что нужно предпринимателю для успешного развития? Об этом я уже сказал, идея. Второе – это команда ваших единомышленников, которые поддержат вас по финансовой части, по юридической. Кто-то должен быть техническим директором, кто-то должен быть хорошим агрономом, если вы занимаетесь сельским хозяйством. Следующий момент – это помещение и оборудование для этой работы. И, конечно, помощь в продвижении и сбыте. Здесь агентство поддержки малого бизнеса поддерживает вас на всех этапах. 20 марта мы открываем центр «Мой бизнес» в Чебоксарах на базе республиканского бизнес-инкубатора. Как он будет работать? Вы приходите в этот центр с идеей. Наши юристы, бухгалтера, финансисты подключаются к вашей идее и начинают консультировать вас по тем первичным знаниям, которых вам не хватает на первоначальном этапе развития вашего бизнеса. Предоставляется поддержка помещениями. Наверное, вам нужно будет либо снять офис, либо приобрести какое-то производственное помещение. Здесь тоже наши базы подключаются, и региональное муниципальное имущество или какое-то имущество, которое есть на коммерческом рынке, оно предоставляется вам в развернутом виде. Вы можете уже выбрать, соответственно, и включить себе в бизнес-план то место, где вы будете работать. Что для вас важно? Как мы уже говорили, Канаш – это территория опережающего развития, Канаш – это моногород. Для этой территории государством сейчас это, скажем так, территория повышенного внимания. Поэтому здесь финансирование для вас, как начинающих предпринимателей, которые студентов, будущих, надеюсь, начинающих предпринимателей, которые не могут получить сейчас в банках, получить это финансирование по минимальной ставке, это 3% годовых на сегодняшний день. У нас сейчас ключевая ставка, по-моему, 6%, а это в 2 раза меньше. То есть эти микрозаймы можно получить, и они будут доступны для вас как в ценовом, так и в физическом плане. Площадка «Мой бизнес» оказывает помощь в разработке бизнес-проекта, проводит маркетинговые исследования, организует площадки для реализации товара, будь то ярмарки и выставки. Успешный предприниматель всегда действует. Он может ошибаться, он может спотыкаться, но всегда действует. Вы начинаете с какого-то маленького бизнеса. Любой крупный бизнес начинается с чего-то маленького, с гаража. Как вы знаете прекрасно эту историю с различными американскими на сегодняшний день транснациональными корпорациями. Все начинается с малого. Приходите со своими идеями в центр «Мой бизнес». Мы это все оценим, подскажем. И я уверен, успех будет неизбежен. Исходя из исследований, которые проводили студенты финансового колледжа, женщины-предприниматели города Канаша мало осведомлены о мерах поддержки, поэтому данная встреча полезна не только для студентов, но и для предпринимательниц. И итоговый вопрос, который мы задавали: участвовали ли вы в каких-либо формах, государственных программах поддержки женского предпринимательства? 93% опрошенных ответили отрицательно. Лишь 6% пользовалось формами государственной поддержки. Василий Викторов в своем выступлении также отметил, что в Чувашии существует множество площадок для развития предпринимательства. Один из них – бизнес-инкубатор. Мы разрабатываем порядка 80 бизнес-планов, и мы это советуем не только как начинающим нашим молодым представителям, так и действующему бизнесу. У нас и достаточно крупные предприятия, достаточно заказывают бизнес-планы, не только даже для того, чтобы открыть новый бизнес, а чтобы просто сделать небольшой аудит своей деятельности, посмотреть с точки зрения, так сказать, своей финансовой модели, какие у них есть слабые места. Это действительно есть.
Студенты, сидящие в зале, горячо заинтересовались затронутыми темами конференции. Задавали участникам вопросы Вера Альдимасова, предприниматель с многолетним стажем. Признается, что в эту сферу пришла в 90-е после того, как вынуждена была уйти с работы. Также она сегодня дала пару направлений, куда можно обратить внимание молодым умам. В 90-е годы, как говорится, нас всех посокращали, мы оказались на улице, а куда деваться, ринулись все в торговлю. Вот, и как-то уж втянулись, сейчас работаем. Больше не хватает развлекательных центров, где можно было спортивных для молодежи, и где бы, куда бы выйти, сходить, погулять, прогуляться. Таких вещей вообще нет в Канаше. Ирина Константинова, Константин Садюров, Елена Блацова. Вести недели. В канун Международного женского дня студенты Канашского строительного техникума преподнесли преподавателям незабываемый подарок. С 8-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills» в Чувашской республике ребята вернулись победителями и призерами. Сегодняшняя праздничная встреча включает в себя два взаимодополняемых торжественных события. Это и 8 марта, и чествование победителей регионального этапа конкурса молодых профессионалов. На сцену поднялись не только талантливые артисты, но и лучшие студенты стройтеха, проявившие себя на региональном этапе. Конкурс проходил в конце февраля, и в нем приняли участие более 420 участников. Соревновались по 63 компетенциям на 18 площадках. Традиционная работа конкурсантов должны были отвечать стандартам качества. Ребята должны были показать не только практические навыки, но и проявлять выносливость, умение планировать свою работу, внимание к деталям, аккуратность. Константин Андреев получает профессию мастера облицовочных плиточных работ. Сегодня у него в руке диплом за 1-е место. Но это не повод для расслабления, признается молодой человек. Ведь впереди еще много профессиональных испытаний. Конкурс проходил это в городе Чебоксарах. Самое трудное, наверное, было там физическая подготовка и умение резать плитки и показать свое мастерство. Самое трудное из них. Я выбрал эту профессию, потому что это выгодно, перспективно сейчас, и облицовка сейчас стоит очень дорого. В первую очередь, смотрю будущее. Впереди у победителя регионального этапа Константина отборочные соревнования на право участия в финале 8-го национального чемпионата, который пройдет в июле 2020 года в Кемеровской области. Сегодня хоть и были вручены грамоты и подарки лучшим из лучших, но ребята не расслабляются, ведь впереди еще следующий этап. С поздравлениями к участникам чемпионата и к их наставникам, а также милым женщинам и студентам обратился заместитель главы администрации города Канаша Антон Скворцов. Олег Росомахин овладевает профессией каменщика-сварщика. В конкурсе принимает участие уже 2-й год. Отмечает, что это неповторимый опыт. Я довольно давно услышал об этом, соревновании WorldSkills. Наш техникум участвует в нем уже 6 лет, и мне тоже хотелось в нем участвовать. И, собственно, в прошлом году мне повезло, и я в нашем техникуме победил, путевку на этот конкурс. У меня в семье многие строители, и поэтому мне предложили, иди в строительный техникум, на профессию востребованную, которая будет высоко оплачиваться. И я пошел на каменщика-сварщика, потому что, как говорится, свой дом построй. И, собственно, в этом не будет проблем. Студенты Канашского строительного техникума приняли участие в 5 компетенциях. Немалый труд при подготовке студентов к конкурсу вложили их наставники. Студенты принесли нам победы. Мы очень гордимся ими и надеемся, что строительные специальности, по которым мы лидеры в Канаше, всегда будут впереди планеты всей. Светлана Семенова – настоящий патриот своей профессии. Более 20 лет она трудится в этом техникуме. И это ее первое и единственное место работы. Поэтому она всем сердцем переживает за каждого студента. Обучение в техникум проходит по 3 направлениям. Это значит, у нас строительное направление, сфера услуг и жилищно-коммунального хозяйства, так скажем, назовем. В этом году мы набрали первый курс в сферу услуг – это операционная деятельность логистики и товароведение продовольственных товаров. Остальные профессии мы набираем ежегодно. У нас уже есть большой опыт, собранный в коллективе. И студенты в этом году пришли к нам. Больше девочек пришло, хочу отметить, потому что у нас все-таки строительная профессия, там всегда было больше мальчиков.
Вы видели сегодня, поют, танцуют. Несомненным украшением праздника стало выступление студентов. Они пели песни, рассказывали стихи. В завершение торжества весь мужской состав строительного техникума поздравил милых коллег с Международным женским днем и вручил цветы и подарки. Ирина Константинова, Елена Блацова. Вести недели. Красивые букеты весенних тюльпанов 8 марта милым дамам. Дарить цветы на дорогах стало доброй традицией. Сотрудники ГИБДД совместно с партнерами праздника останавливали автоледи не за нарушение, а за то, что они представительницы прекрасной половины человечества. Добрый день! Сегодня мы поздравляем вас с наступающим праздником, и мы сегодня проводим совместную акцию вместе с ГИБДД по Канавскому району, Канавская студия телевидения. Дорожная остановка 21. Мы сегодня в Толиде девушкам под рулем дарим подарки. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Это с мужчин цветы, конечно же. Спасибо, очень приятно. Букет тюльпанов, приятные ароматы для салона автомобиля, наклейку и памятку и хорошее настроение дарили сегодня участники акции, которая проходит в городе и районе ежегодно. В этот прекрасный день мы решили поздравить прекрасную часть нашего человечества с этим весенним знаменательным днем. Хотелось бы пожелать, чтобы на лицах наших девушек с лиц не слезала улыбка. И чтобы они цвели и пахли, как те тюльпаны, которые мы сегодня подарили автоледи. И желаю, чтобы в нашей жизни было больше счастливых и привлекательных дам. С праздником, девушки! Автоледи признаются, что букет от сотрудников ГИБДД сегодня стал для них приятной неожиданностью. Я сначала испугалась, думала, вроде не нарушала правила дорожного движения, к чему бы это. И такое скопление людей сначала было страшновато. Но когда увидела цветы и буклеты, стало интересно узнать, что же тут происходит. Спасибо большое организаторам этого мероприятия. Я слышала про такое, то, что вот девушек поздравляют с 8 марта. И было очень неожиданно то, что мы попадемся. Десятки букетов получили автолюбительницы из рук организаторов. Поздравления, пожелания быть самыми красивыми. Не это ли удачное начало праздника каждого дня? Эмоции были разные, когда сотрудники ГИБДД останавливали автомобили. У девушек было на самом деле недоумение. И одна из автоледи, которая остановила, ее комментарий был очень такой интересный. Она говорила, что неужели я видел такое только в кино. И очень приятно, что такие акции, такие рейды мы стали проводить чаще, и девушкам, кто за рулем, становится приятнее получать подарки, цветы в преддверии 8 марта. Мы от нашего сообщества «Дорожная обстановка 21» хотим поздравить всех девушек, всех женщин, всех автоледи, кто за рулем, чтобы они всегда оставались такими же нежными, добрыми, любимыми, и чтобы весеннее настроение всегда 365 дней в году было в их душе. Ну и самое главное, соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Елена Блацова. Вести недели. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Добро пожаловать в магазин низких цен «Светофор». Готовитесь к садово-огородному сезону? Есть повод накрыть богатый стол? А может быть, ищете для близкого человека подарки? Закупайтесь в «Светофоре». У нас вы найдете товары по выгодным ценам. Макаронные изделия, крупы, консервы, подсолнечное масло, колбасно-сырные изделия, мясо, всевозможные сладости, бытовая химия, посуда, товары для сада и огорода. Все для вашего стола и дома. Мне очень нравится этот магазин, я практически прихожу сюда. Ну, приезжаю я вообще с другой республики, если честно. Я приезжаю из Татарстана.
ну, раз в месяц это точно. И как бы мне нравится здесь выбор, вот посуда здесь очень недорогая, макароны, да, вот так же, вот так вот, колбасные изделия, да, ну как бы вот, ну да, вот мне нравится. Супер. Не переплачивайте, ищите выгоду у нас. Уважаемые покупатели, поздравляем вас с наступлением весны. Магазин «Светофор» предлагает вам весеннюю продукцию, сезонные товары, постную продукцию. Магазины «Светофор» напрямую сотрудничают с производителями, поэтому мы можем предлагать цены ниже рыночных на 20-30%. Постоянные скидки предлагаем, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Реальная экономия семейного бюджета. Хотите проверить? Приходите в «Светофор» всей семьей. Большой ассортимент постной продукции. Вместе с нами поход за продуктами «Праздник». Нам очень нравится по цене и качеству. Есть, конечно, очень цены низкие и качественные есть продукты. Покупаем сыр, творог и рыбные. И особенно нам нравится морская капуста. Я рекомендую всем заезжать. На самом деле цена тут очень низкая. Еще для сада, огорода очень много тут. Всякие удобрения покупаем. Еще пластиковые всякие для бани. Цена низкая. Нам нравится. Мы даем зеленый свет низким ценам. Изюм темный 1 килограмм 105,90. Чернослив 1 килограмм 137,90. Свинина 1 килограмм 169,90. Парник легкосборный 221 рубль. Приходите в магазин «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Низкие цены у нас. «Светофор», город Канаш, Котовского, 4.